Салем Достар. Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Жазбу». Сегодня весь выпуск с вами буду я и мой гость Яков Фишман, генеральный директор компании «Магнум». Сегодня мы поговорим с Яковом о том, что определяет культуру компании не на словах, а на деле, о наших принципах взаимодействия. Разберемся, почему именно такие принципы и как они помогают нам расти и быть эффективнее. Привет, Яков. Привет. Как дела? Все хорошо. Все хорошо, отлично. Спасибо, что ты сегодня пришел к нам. Поговорим мы сегодня на очень животрепещущую тему. В прошлом году, где-то в середине прошлого года, мы выработали для нашей команды, для команды Magnum 5 принципов. Принципы взаимодействия. Фокусируясь на цели компании, не ною, беру ответственность, выполняю обещания, довожу до конца, прихожу с предложением, ухожу с решением, и цифры важнее мнения. Вот прежде чем мы про каждый из принципов, конечно же, обязательно поговорим с тобой, я бы хотела задать такой вопрос. Почему нашей компании сейчас нужны эти принципы? И, собственно говоря, почему именно сейчас мы об этом задумались, и они у нас появились? Да, благодарю. Прежде всего для меня принципы – это что-то, как какие-то моральные ориентиры и компасы, которые позволяют смотреть на определенный набор вещей одинаково. Потому что мы все разные, мы пришли с разных культур, с разного образования, из разных компаний. У нас может быть разный набор профессиональных привычек, навыков и приемов, которые могут создавать некие сложности во внутренней коммуникации. И для того, чтобы выработать вот некий такой единый компас, как мы смотрим на какие-то вещи, на какого типа поведения в нашей компании оно приемлемо, какое неприемлемо, мы посвятили довольно много времени вместе с командой для того, чтобы выработать то, что резонирует всему топ-менеджменту. И постарались договориться. Безусловно, это был непростой процесс, потому что даже внутри топ-менеджмента, несмотря на то, что многие люди работают много лет в нашей компании, разница во взглядах на реальность, она присутствует. И поэтому для нас критически важно было, как сбиться внутри топ-менеджмента, договориться, так по-простому. И понять, как мы между собой коммуницируем, что является эффективной коммуникацией, что является неэффективной коммуникацией. И после того, как об этом договориться, постараться это внедрить. Потому что часть из этих принципов, они направлены на то, чтобы в какой-то спорной, сложной ситуации у нас были некие моральные ориентиры, на которые мы можем положиться. То есть вот один из принципов «цифры важнее мнения», мы довольно сильно вокруг этого дискутировали и спорили командой, потому что, с одной стороны, мы все эксперты, и каждый эксперт в своей области, и сам по себе принцип, он вызвал очень большие диспуты, потому что как так, я эксперт, а вы мне не доверяете, вы доверяете цифрам, но мы договорились, что цифры – это приоритет, вне зависимости от того, насколько мы любим, ценим экспертизу и самого человека. Мы отодвигаем на второй план, мы говорим, нет, все-таки цифры для нас важнее. Ну, про принцип конкретно этот мы еще позже тоже поговорим. Как ты считаешь, что нам это даст вот нашей команде? Первое, я верю, что когда мы имеем одинаковые моральные ориентиры, оно позволяет минимизировать количество конфликтов. Потому что так или иначе организация большая, у нас много разных мнений, разных взглядов, и вот в этих спорных ситуациях количество эмоций, связанных с тем, что у нас возникает какое-то несогласие между собой, его можно значительно снизить, когда мы говорим, слушай, вот мы опираемся на правила, вот у нас есть принцип, который мы внедрили, которым нам надо следовать. Соответствует ли это принципу или нет? И это очень легкий критерий принятия решения, да-да, нет-нет. Оно помогает как руководителю, так и команде для того, чтобы понять, как мы между собой более эффективно можем коммуницировать, как минимизировать количество и глубину потенциальных конфликтов. Это первое. Второе, оно позволяет нам смотреть в направление, куда мы идем. Потому что иногда, даже когда цель есть, но бывает такое, что сиюминутные действия, они могут идти вразрез этой цели. Но если мы руководствуемся этими принципами как моральными ориентирами, нам проще будет принять решение. Для того, чтобы не получилось так, что сиюминутная выгода, она идет в ущерб долгосрочной цели развития. Понятно. Но плюс я еще вижу в этом
очень большой инструмент экономии ресурсов, да, неважно каких, и финансовых, особенно временных, потому что когда я не трачу время, да, на то, чтобы... Споры. Да, на споры, не трачу время на потерянные какие-то обсуждения, анализы и так далее. У меня есть четкий алгоритм действий, и когда я иду по нему, соответственно, трачу времени и энергии меньше на все остальное. Целиком согласен. Вот. Про компанию понятно, да? Мы станем более эффективны, мы быстрее придем к цели, но нужно не забывать, что в первую очередь каждый сотрудник все равно думает о себе и о том, что лично мне это как сотруднику может дать вот эти принципы. Как на меня это повлияет? Ну, смотрите, мне кажется, что Magnum годами является некой такой кузницей кадров, и те ценности, те подходы к работе, которые мы исповедуем и в которые мы верим в компании, они очень ценятся на рынке. Это некий набор профессиональных и личных качеств, которые позволяют человеку быть успешным. И в моем понимании, если мы качественно внедрим и будем в своих процессах и мышлении, самое главное, соответствовать этим принципам, то как профессиональный, так и личностный рост для каждого из сотрудников, он неизбежен. Люди начнут расти, становиться более сильными, как внутри компании, это карьерные лифты, карьерные лестницы, так и если человек куда-то идет, к сожалению, на рынок, на рынок, это то нормально. это нормально, то эти ценности, они также позволяют и там быть успешным. Согласна, абсолютно. Хорошо. За исключением, наверное, случая, когда люди, выходя из Магнума, все время начинают рассказывать, а у нас в Магнуме было. Это может вызывать, конечно, некоторый уровень раздражения, но, с другой стороны, показывает уровень экспертизы и продвинутости, с которыми мы здесь работаем. Но это еще показывает то, насколько сотрудник, бывший, да, и компания на самом деле связаны друг с другом, потому что это, я считаю, это нормально, и это тоже показательно для нового работодателя. Это говорит о том, что сотрудник на самом деле может быть вовлеченным, лояльным в любой компании, если, соответственно, это взаимно, скажем, да, так. И я абсолютно согласна с тем, что в первую очередь я тоже считаю, что эти принципы, если я говорю про себя, да, помогают мне, на самом деле, быть эффективнее. И, естественно, если каждый из нас, как частица единой команды, будет эффективным, быстрым, честным, надежным, не забудем про наши ценности, то и всю нашу команду, я уверена в этом, и в будущем, и сейчас будет ждать успеха, и цели мы сможем наши реализовать. Поговорим тогда немножко, да, все-таки про каждый принцип. То есть на словах, на бумаге все хорошо. А что я должен делать, да? Вот первый принцип у нас — фокусируясь на целях компании. В принципе, понятно. Сейчас очень много информации, очень много у нас задач, очень много чатов, переписок, запросов. И на самом деле умение сфокусироваться на чем-то одном — это очень хороший навык в сегодняшнее время. А что мы вкладываем, когда говорим, фокусируясь на цели компании? Здесь два как направления. Первое, как ты правильно подметила, это сам по себе фокус. Потому что когда человек фокусируется на какой-то задаче, на какой-то цели, либо на каком-то объекте, которого он хочет достичь, да, то количество энергии, мыслительного процесса, идей, оно кратно увеличивается. То есть это как-то... Мы дома смеялись с супругой. О чем ты думаешь в душе? Я думаю о целях компании. И такого рода вещи, они помогают, в моем понимании, делают вот эту небольшую разницу в результате. Есть подход, когда ты закрыл ноутбук и забыл все то, что ты делал до следующего утра, пока ты не откроешь заново ноутбук, а с другой стороны, что происходит на подкорке, в подсознании и в сознании, когда человек покидает офис, продолжает ли он обдумывать какую-то свою задачу, цель. Это, безусловно, один момент, то, на чем мы фокусируемся, туда направлено наше сознание, энергия, и как действия, и какие-то идеи. А второй момент – это мы очень много обсуждали по поводу того, что иногда бывает так, что мои личные цели, которые сейчас в данный момент поставлены руководителем, либо которые мне надо выполнять, они могут в какой-то момент противоречить большой цели компании. И также это происходит, когда кто-то из коллег просит помощи, да, в достижении его цели. Вопрос: у меня есть мои личные цели, по которым меня оценивает мой руководитель, но моя цель, она соответствует цели компании. Я для примера сейчас говорю на 10%.
а коллега просит в помощи какой-то цели, которая соответствует там, целям компании на 90%. И мы пытались обсудить, вот как в этой ситуации поступать. И поэтому, когда мы говорим, что хотелось бы, чтобы люди фокусировались на цели компании, конкретно в этом примере надо помочь коллеге, цель которого она более значимая и дает больший эффект для компании. И мы, безусловно, вкладываем много ресурсов в установление правильных целей для каждого подразделения, правильных KPI для каждого подразделения. Но какие бы мы продвинутые там, техники установки KPI, что-то еще не использовали, в любом случае возможны какие-то сиюминутные краткосрочные различия, которые могут повлечь к большему злу, чем нам бы хотелось. И поэтому, если мы будем руководствоваться этим как принципом, то нам будет проще отсеивать то, что важно в данный момент времени, и также это вопрос там, суждения. Для меня всегда простой пример, то есть ты подходишь к полке с помидорами, и если ты эти помидоры купить как бы домой не хочешь, то значит их надо оттуда убрать. Это, ну, как бы точка. Там нет другого варианта. Да? У помидора нет второй степени свежести. Он либо хороший, либо... И так, это очень простой такой как бы приземленный пример, но это действительно отражает вот эту суть. Да, но как быть? Задач-то на самом деле много, да, и, как ты говоришь, поставленные руководителем. Ну, и вроде бы кажется, руководитель же ставит задачи, исходя тоже из целей компании. Ну, и есть такое, что какие-то задачи, на самом деле, особенно какие-то операционные вещи, могут носить некий характер, ну, то есть создание иллюзии, да, какой-то занятости. Вот какие ты советы дашь, как вот научиться отсеивать? Только через диалог. То есть я верю здесь в силу слова. Если вы в какой-то момент понимаете, что делаете очень странную, бесполезную работу, надо об этом с руководителем поговаривать. Потому что понятно, что в любой организации, вне зависимости от ее уровня развития и там, как процессов, так и культуры, такие ситуации будут происходить. Потому что мир меняется, компания меняется, люди меняются, процессы меняются. И вполне возможно, что какой-то процесс, он в моменте был нормальным, а спустя какое-то время он перестал быть нормальным. И поэтому здесь только диалог. То есть если вы видите проблему, эскалируйте ее, делитесь с руководителем, что вот есть проблема и какие варианты ее решения. Да. Ну и плюс, наверное, все-таки должен быть какой-то постоянный, с какой-то периодичностью, там, не знаю, раз в месяц, раз в квартал, скрининг всех задач, потому что, как ты правильно заметил, мир меняется очень быстро. Поэтому вот, инструмент, наверное, здесь очень хороший помогает. Это постоянная регулярная обратная связь с руководителем, когда вы встречаетесь и как раз вот и обсуждаете, и ты можешь поделиться своими опасениями. Хорошо. Второй наш принцип очень мне по жизни импонирующий, и принцип он называется у нас «не-ной». Я знаю, что для тебя он тоже был очень важный. На самом деле, наверное, это мое мнение. Сейчас мир такой, что очень много сложностей и проблем, очень много всего. И иногда нужно себе вот прям говорить. Я вот часто так делаю, когда есть какая-то проблема, сложность, хочется все бросить, поплакать и так далее. Я просто себе напоминаю: так, ты сейчас берешь себя в руки, не ноешь, время мы на это не теряем, а просто думаем, что делать. Вот. Скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что для нашей компании этот принцип тоже важен? Почему для меня он важен, я точно знаю. Поделюсь как-нибудь потом. Я с тобой целиком согласен, что вот в современную эру обилия социальных сетей и быстрого доступа к информации очень часто создается общая атмосфера того, что как бы все плохо. И очень часто было такое, что как бы в прошлом и трава была зеленее, и солнце светило ярче, и мороженое вкуснее было. И в моем понимании мы, как люди, имеем некую такую тенденцию впадать в это постоянно жевать жвачку того, что раньше было лучше, чем сейчас. И здесь, как в старом мультике, поделись улыбкой своей, и она не раз к тебе еще вернется. Ну и то же самое, если поделиться нытьем, еще нытье вернется. Вот, так, с точки зрения организации, мы когда обсуждали этот принцип, одна из таких краеугольных камней, это что иногда в компании есть много причин, почему не получилось достичь цели. И не хочется превращать в это в нытье по поводу того, что мы цель не сделали, потому что там рынок страдает, цены растут, погода была плохая, вот там на парковке были проблемы, или там товар вовремя не привезли, сервис-левел поставщиков был. А с другой стороны, вопрос, что можно сделать, учитывая эти реалии, как выполнять план, как выполнять свои задачи.
Потому что для меня есть большая разница между тем, что мы говорим, ой, все плохо, а с другой стороны вопрос, что мы можем сделать сегодня лучше, чем мы делали вчера, для того, чтобы как-то компенсировать ту внешнюю среду и тот внешний фон, который происходит. И для меня вот этот принцип, он про это. Мы можем всем топ-менеджментам во всей компании страдать по поводу повышения НДС, а можем с своей стороны искать меры, которые помогут повысить эффективность, помогут улучшить степень порядка в магазине и поднять представленность товара на полке, чтобы те неиспользованные ресурсы в прошлом, они были как компенсация того внешнего фона, который приходит сейчас. И в моем понимании здесь все предельно относительно. Если мы сравним то, как мы как организация работали 10 лет назад и сейчас, у нас огромный рост эффективности и продуктивности во всех сферах. Любой департамент, любой магазин сейчас работает в разы эффективнее, чем работал тогда. И несмотря на то, что мы за это время пережили огромное количество девальваций, рост цен и внешних, пандемии, внешних непредвиденных факторов. И в каждом из них мы находили, что мы можем улучшить для того, чтобы сегодня делать свою работу лучше. Если я вижу какую-то проблему, я не ную, но я не знаю, что мне делать. Вот я не знаю, как ее решить. Какой тут совет можно дать сотрудникам? Что делать в такой ситуации? Первое, по крайней мере, обозначить эту проблему перед руководителями и коллегами, потому что это первая часть решения проблемы – это хотя бы ее диагностирование, что проблема действительно есть. Потому что даже если человек не имеет на данном этапе знаний либо понимания, как решить эту проблему, но уже заметила проблему, это помогает сильно. Об этом надо своевременно просигналировать. И здесь есть проблема. И такого рода культура, она помогает со временем эти проблемы решать. Потому что понятно, что проблем на самом деле много. И такого, что мы завтра примем большую красную таблетку, которая решит все проблемы, но такого не будет. Если вы видите какую-то проблему, и вы о ней сигнализируете, первый шаг для того, чтобы ее решить, ее хотя бы зафиксировать. Следующий наш принцип – это беру ответственность, выполняю обещания, довожу до конца. Скажи, пожалуйста, почему оно звучит именно так? Почему такие 3 составляющие? Да, на самом деле история этого принципа, что мы в одном принципе постарались объединить несколько, чтобы было, с одной стороны, проще их запомнить и проще имплементировать, а с другой стороны, это некая как квинтэссенция разных мнений, сошедшихся в одной точке. Потому что для нас критично, что если человек сказал, что он сделает, или она сделает, то действительно так и произойдет. Человек выполнил эту задачу. Потому что жить в культуре, когда каждый день надо проверять, какой статус по выполнению вот этой задачи, либо вот этой задачи, либо вот этой задачи, это ад для всех, как и для руководителя, так и для подчиненного, которого постоянно будут, или которого спрашивают, что там. Поэтому если мы сможем руководствоваться этим принципом, что человек как-то взял на себя некие обязательства, и он или она их потом выполняет, то всем с точки зрения совместного времяпровождения на работе и выполнения рабочих задач будет проще. Вторая часть – это по поводу того, что довожу до конца. Это важная вещь, потому что иногда бывает такое, что задача выполнена для некой галочки. Я сделал, галочку поставил, и все. Но результата нет. Да, но результата нет. И вот эта вещь, она до конца, это именно для того, чтобы получился какой-то готовый результат. Потому что если мы с вами печем пирог, и мы его наполовину испекли, либо на 70% испекли, либо это будет не пирог. Если мы туда забыли что-то положить или забыли его посолить, вкус сильно изменится, и от этого готового результата не получилось. Поэтому мы этим довожу до конца, постарались сделать того, что нам нужна некая завершенность в конечном результате. Хочется остановиться, на понимании, на термине «беру ответственность». Потому что очень такое, у каждого свое понимание, что это такое. Хотелось бы раскрыть, что в нашем понимании, в контексте нашей компании означает брать ответственность. Брать ответственность здесь, опять же, комбинация нескольких, как правильно сказать, мнений, сошедшихся в одной точке. То есть первое – это так или иначе в большой организации со временем появляется игра в горячую картошку, когда человек
это не моя проблема, давайте его передадим в другой департамент. И, соответственно, хотелось бы, чтобы кто-то в этот момент, он сказал, нет, подождите, я там беру ответственность, я этот процесс, проект, проблему, я это доведу до конца, либо решу, сделаю тот результат, который там нужен. И это тот тип поведения, который у нас в компании поощряется. Это первое с точки зрения там, внутренней коммуникации, потому что в большой компании всегда идет очень много кроссфункциональных процессов, которые начинаются в одном департаменте, а заканчиваются спустя 6 департаментов. Это такой тот важный момент. А второй момент, это что если человек говорит, что он что-то или она что-то сделает, то это действительно человек понимает, что надо это сделать. Да, то есть если мы договорились о выполнении какой-то задачи, то это означает, что человек говорит, да, я беру ответственность на то, чтобы эту задачу выполнить и сделать. И это вопрос управления ожиданием в том числе. Это не так, что, давайте, я все буду делать, все, что вы говорите, а в конце месяца разберемся, что там получится. И мы здесь открываем некое там пространство для разговора, в том числе по поводу того, что берет ли человек ответственность за выполнение этой задачи или не обладает на данном этапе необходимым набором ресурсов временных, либо там человеческих, либо технологических. Какие-то вещи надо изменить. Я хочу еще добавить, что брать ответственность и доводить до конца – это ведь история не только, которая касается каких-то там глобальных задач, проектов и так далее, но и, в принципе, в своей операционной деятельности, даже в текущей, да, какой-то, ты не должен про это забывать, потому что, вот есть такие кейсы, когда, вот я в силу там каких-то инструкций отвечаю за какой-то процесс, подпроцесс там условно, да. В этом процессе участвуют еще другие участники, там, к примеру, не знаю, директор филиала, территориальный директор. Случается какое-то негативное событие, да, там нет того результата, который ожидали. И когда спрашивают, что там происходит, что, почему так, там, например, руководитель пишет, потому что директор уволился. Да. Как бы перекинули ответственность. То есть тишина, да. То есть, получается, человек просто в этот момент, написал вот эти строчки, что человек уволился, все, он снял с себя ответственность. Но на самом деле это не так, потому что ты отвечаешь за конечный результат. Да. А что дальше? Да, хорошо, этот человек уволился, что дальше? То есть ты должен дальше подумать и что-то предпринять для того, чтобы конечный результат на самом деле появился. Еще очень важная вещь, вот в этом принципе у нас есть в определении такая вещь, что если я вижу какую-то проблему, которая мне мешает довести эту задачу до конца, я должен обязательно прийти и сказать об этом. Вот почему важно в таких вещах на самом деле, чтобы мы владели информацией и понимали, что есть какие-то проблемы, и здесь на самом деле не нужно от тебя геройствовать. Здесь нужно, чтобы ты пришел вовремя сообщил. Потому что я целиком с тобой согласен, и очень часто происходит так, что люди, не обладая достаточными ресурсами в моменте, пытаются выполнить задачу, и потом в конце периода, месяц, квартал, неделя, мы выясняем, что задача не выполнилась, и происходит диалог, почему она не выполнилась, и вот там сколько-то причин. Что наша же цель, возвращаясь к теме фокуса, это достижение результата. Конечно, да. И хочется, чтобы результат был готов. Поэтому своевременное уведомление о том, что что-то идет не так, и чего-то не хватает, или что-то не получается, причины могут быть разные, это основа ответственности за результат. Вот мне кажется, здесь еще многие, наверное, могут бояться того, что если я приду и скажу, слушайте, у меня это не получается, а мне нужна помощь, то обо мне могут подумать, что я так себе специалист. Прийти попросить помощь и сделать результат – это лучше, чем геройствовать, а результат потом не придет. Если человек уверен, что сможет сделать результат, то вообще вопросов нет. Но если получается так, что несмотря на все усилия результата не будет, то оценка человека как специалиста, она в итоге будет хуже, нежели если бы человек пришел и попросил бы помощи, либо предложил бы пересмотреть какой-то процесс. Верно. И, почему я этот вопрос затрагиваю? Потому что хочется как раз-таки вот это видение, это мышление развеять, потому что у нас нет цели кого-то наказать, или там, ты плохой, ты, значит, там не умеешь это делать. Наша цель достичь результата. Наша цель достичь результата. Неважно, кто это сделает, команда, ты или ты попросишь чьей-то помощи. Самое главное, чтобы мы добились этого. Гол, забитый на последней секунде, он, безусловно, ценен, но есть риски того, что этого не произойдет. Да.
Да, и гораздо важнее, если все-таки мы будем больше попыток делать забить гол Да. в середине матча, там, чего тайма, я не очень хорошо ориентируюсь в футболе, нежели в конце. Следующий наш принцип – это очень плавно перетекающий, тоже немаловажный. Прихожу с предложением, ухожу с решением. Принцип про инициативность на самом деле. Принцип про то, что часто говорят, и я уверена, ты тоже хотел бы, чтобы наши сотрудники такие были, когда я все чаще думаю, как бы мне быть соавтором того, что происходит, да, не просто исполнителем. Помнишь, мы вначале, когда говорили, как принципы помогут, вот это один из принципов, который очень сильно помогает в продвижении по карьерной лестнице. Потому что если руководитель видит среди своих подчиненных роботов, которым что сказал, то и делают, и среди них начинает выделяться тот, кто приходит, либо та, кто приходит с какими-то решениями проблемы, то есть что проблема, вот что можно сделать, это облегчает задачи руководителя по постоянному принятию каких-то решений и придумыванию этих решений. И таким образом руководитель в среднесрочной перспективе на таких подчиненных смотрит более позитивно. И возможности для карьерного роста, карьерного лифта, они кратно возрастают. Потому что если нам сказали и мы сделали, это одно. Если мы как бы предложили и мы сделали, это другое. Совершенно другое ценностное предложение и ощущение. И здесь мы именно предлагаем как бы нашим коллегам присоединиться к этому принципу с точки зрения того, что если ты видишь проблему и собираешься о ней сигнализировать, первое, безусловно, важно о ней сигнализировать, даже если ты не знаешь, что по этому поводу делать. Но если перед коммуникацией у тебя в голове будут там несколько вариантов решения этой проблемы, ты сядешь подумаешь. что это облегчает процесс рабочий для всех и значительно повышает, повторюсь, там, шансы на получение повышения. Потому что люди, которые могут думать категориями решения тех или иных задач или решения тех или иных проблем, это самые ценные люди в среднесрочной перспективе в любой организации. Но вот люди же не предлагают в силу каких-то вещей, да, там, не знаю, может быть, кто-то просто боится, что его предложение или решение, предложенное им, может быть неправильным, боится ошибиться, или боится, опять же, взять на себя ответственность, потому что, когда ты приходишь и предлагаешь что-то, тем самым, где-то ты все равно, получается, ты берешь на себя ответственность вот, решить эту проблему, да, там, условно. Как быть вот с этим? И здесь же еще очень многое зависит от среды, да, в которой мы работаем. И вот здесь какие советы ты бы еще дал, наверное, руководителям по большей степени, да, правильно как говоришь, создать? это именно к руководителям, что если человек приходит к тебе с проблемой, задай вопрос у человека, какие варианты решения. И это помогает как руководителю. Может быть, в моменте это будет чуть больше требовать больше времени, вместо того, чтобы иди вот так вот сделать. Да? Но в среднесрочной перспективе это помогает вырастить когорту людей, которые думают о том, как решить эту проблему, и, приходя, озвучивают уже какие-то варианты решения. И в моем понимании вот правильная постановка как бы задач через вопрос, она руководителям позволяет вырастить более квалифицированных с точки зрения профессиональных личностных навыков сотрудников. И плюс это как раз-таки же про взращивание, воспитание вот этой культуры. То есть, если ты один раз спросил, какие у тебя... люди привыкают. Уже начинают сами приходить с этим И предложением. вторая часть этого принципа – это по поводу «ухожу с решением». То есть, безусловно, есть вероятность того, что какие-то проблемы мы на этом этапе решить не сможем. Такое бывает. Есть какие-то более сложные глобальные вещи, которые не решаются за короткий период времени. Как минимум мы их зафиксировали, положили в бэклог, и мы знаем, что в какой-то момент мы предпримем попытки для того, чтобы их решить. Может быть, не сейчас, но там в следующем квартале, либо через полгода, в зависимости от наличия необходимых ресурсов. Потому что особенно то, что касается IT-доработок, процесс не быстрый. Безусловно, нам бы хотелось большую красную кнопку сделать, все хорошо, нажал, и все процессы там работают. Но одновременно с этим мы понимаем, что это очень ценный ресурс, и нам надо его дозированно направлять на те задачи, которые нам нужны, которые приоритетны. Но это не означает, что мы должны забить какую-то проблему и не заниматься ей. Мы ее фиксируем, кладем в некий бэклог. Следующий наш принцип такой, на мой взгляд, для меня сложноватый. Объясню почему.
может быть, в силу специфики моего подразделения еще тоже, это цифры важнее мнения. Очень важно принимать решения на данных, мы говорим. Ты можешь сказать, почему. Ну вот отчасти, в принципе, ты в начале подкаста про это говоришь, что нужно смотреть на факты. Но ведь очень часто в жизни бывает так, что я принимаю решения, исходя не из каких-то цифр, а исходя из своей интуиции. Вот почему так делать нельзя? Какие последствия могут быть? Если мы интуитивно будем принимать решения, человек, который использует данные в принятии решения, он в среднесрочной перспективе, он или она всегда будет более эффективен. Поэтому если у нас есть возможность смотреть на эти данные и ими пользоваться, то лучше это делать. Но базово, чем больше данных человек использует в принятии решений, тем лучше. А второе, то, что мы вкладываем в этот принцип, это то, что если данные противоречат мнению человека, то мы верим там данным. И третья вещь, которая, про это я просто много говорил уже в начале, поэтому его не буду широко разворачивать. И третий очень важный момент, когда большая организация, очень много кроссфункциональных этих проектов и задач, которые создают очень много сложностей. Я приведу пример, когда мы разбирали процессы рекрутинга, представляемый персонал. И вроде все хорошие, и HR хороший, операционный департамент хороший, а результата нет. И пока мы не сумели создать прозрачную воронку со всеми цифрами, сколько людей пришло, сколько людей обзвонили, сколько людей согласились выйти, сколько людей вышли, сколько людей прошли обучение, сколько людей потом осталось, да, только когда мы начали видеть эти цифры максимально прозрачно и понятно, стало понятно, где рекрутер не дорабатывает, где директор магазина не дорабатывает, а где там на самом деле эти люди не нужны и непонятно зачем. Мы как бы их пытаемся нанять. Мы не там ищем. Да. Поэтому я верю, что цифры для принятия решений – это основа. И вторая вещь, если мы, не вторая, уже какая-то третья или четвертая, вытекающая отсюда, это то, что экспертность людей, когда это подкреплено цифрами, она становится значительно как бы больше. Как только мы начинаем смотреть с точки зрения цифр, мнение иногда может измениться. Ну и плюс это помогает снизить нам разность во взглядах. Когда мы смотрим на один и тот же объект, и у нас у всех есть по этому поводу мнение, но после того, как мы его как бы в цифрах измерим, ну, то есть вот очень субъективная вещь, например, там, связанная с качеством картошки. Картошка хорошая, плохая, там, превосходная, средняя, нормальная. У нас с вами могут быть сильно разные взгляды на это. Но как только мы говорим, что тема простая, есть процент списаний, если процент списаний там до 1% картошка прям сильно хорошая, до 3 она хорошая, может там нормальная, от 3 до 10 картошка плохая, если всем становится понятно, как мы на это смотрим. Да, и доля субъективизма, связанная с тем, что нравится мне эта картошка, не нравится, она начинает пропадать. Поэтому мы сторонники того, чтобы решения принимались на основе данных. Да, я здесь еще хочу добавить про то, почему цифры важнее, данные важнее, чем чей-то опыт и экспертиза, потому что, видите, так, наш опыт всегда сопряжен с разными условиями в разных этапах жизни, в разных рыночных условиях, с разными сталкивался вещами. Придя сюда, на самом деле иногда нужно опыт обнулять, потому что здесь другие условия, здесь другой рынок, здесь другие люди. И даже когда остаешься, что-то может измениться. Потому что ты правильно говоришь, наш опыт – это совокупность всех наших предыдущих действий и результатов. Но когда внешняя среда меняется, то вполне возможно наш опыт он может послужить тем, что не поможет в этой ситуации, а наоборот надо смотреть на это по-другому. Да. И возвращаясь, как пример, затронул кейс по подбору и по тому, как мы смогли его цифровизировать, да, и получать данные. Это отчасти еще, наверное, ответ на вопрос. У меня был вопрос, а что делать, если нет данных? Наверное, их нужно просто создать. Да, шаг за шагом. Да, так было с нашим процессом подбора, когда у нас не было системы, мы не могли, все зависело от людей и от их мнения. После того, как мы смогли оцифровать все воронки и смогли анализировать на самом деле, откуда приходят люди, потому что получается так, что да, таргета очень много откликов, но конверсия мизерная. Когда ты начинаешь смотреть другой канал, например, Инстаграм, ты видишь, что откликов меньше, но конверсия гораздо в разы выше. И сегодня мы в несколько
десятки раз меньше тратим на эти деньги, и это позволило нам быть эффективнее, да, эффективнее нанимать и снизить расходы еще, потому что это тоже, извините меня, как раз-таки, что приводит нас к одной из наших целей, да, быть более эффективными, но при этом оптимизировать расходы. Отлично. Мы поговорили с тобой, затронули все 5 принципов. Принципы поговорили достаточно детально. У меня осталось 2, наверное, финальных вопроса, которые хотелось бы тебе задать. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от каждого сотрудника как раз-таки в рамках работы с принципами? Какие ожидания? Я верю, что внедрение принципов – это не быстрый процесс, это очень важный элемент. Нет такого, что мы вчера утвердили принципы, и сегодня все, мы теперь по этим принципам живем. Поэтому у меня основные ожидания, чтобы люди проживали эти принципы каждый день, когда они работают, когда выполняют те или иные задачи. И если видят какое-то поведение, которое не соответствует этим принципам, как свое личное, так и коллег, чтобы они это подмечали и обсуждали. То есть можно ходить и говорить, какую-то фигню там опять придумали, плакатики развесили, что это не ной, что за не ной, мне вообще это не нравится и так далее и тому подобное. А можно к этому отнестись, как появился дополнительный инструмент достижения целей. И поэтому у меня основное ожидание, чтобы люди проживали эти принципы, они замечали, как они влияют на их работу, на атмосферу в коллективе. И если что-то идет не так и идет вразрез с этими принципами, то своевременно это подмечать. А вот что делать в ситуации? Я соблюдаю, я живу, я стараюсь, кажется, свое решение какое-то выверять, да, и так далее. Но я вижу, что Петя с соседнего департамента, он, к сожалению, не соблюдает. Что делать в такой ситуации? Опять же, это надо подмечать в моменте, когда это была какая-то общая встреча. И это такой главный первый шаг, когда на встрече создается культура того, что люди соответствуют этим ценностям, то те, кто не соответствует, в какой-то момент становятся в меньшинстве, и им становится выгоднее начать соответствовать, в том числе, чтобы не выделяться из группы потихоньку. Это же как групповая динамика, что вначале это лидеры, руководители за собой это тянут, потом появляются люди, которые это поддерживают с точки зрения идейных, а потом появляется, что большая часть людей начинает этим пользоваться, а потом меньшинство присоединяется в том числе, и потом это становится просто здесь так принято, мы вот так работаем. Ты затронул как раз-таки лидеров и руководителей. Это мой был второй вопрос. Скажи, какую роль должны играть руководители при внедрении принципов? Какие ожидания у тебя от них? Основное, чтобы лидер был неким примером. Чтобы не получилось, что он с трибуны что-то одно говорит, а в реальности делает другое. Чтобы действия и слова, они не различались, это первое. А второе, чтобы внутри своего подразделения человек поддерживал и фасилитировал эту дискуссию вокруг принципов, отмечал поведение, когда мы ближе к принципам, отмечал поведение и действия, когда мы не так близки к принципам, и исходя из этого что-то переделывал и добавляли в текущий операционный процесс каждого подразделения. Что ж, очень насыщенно было, очень много, но я считаю, очень полезно. Спасибо большое за разговор, Яков. Я очень надеюсь, что принципы взаимодействия, которые мы выработали, что они не просто будут словами на бумажке, что они будут реализованы в действиях, потому что только тогда мы будем с тобой понимать, да, что они действительно живы, что они работают. Да, я хочу привести по этому поводу пример. Я как-то был на одном обучении, и там человек спросил, у кого в офисе есть какие-то принципы, ценности и так далее и тому подобное. И практически весь зал поднял, что у всех есть. Он говорит, кто из вас может их помнить? И количество рук, оно сократилось примерно в 10 раз. Он говорит, хотите, я вам скажу, кто эти люди? Это люди, которые эти миссии, ценности и все остальное придумали. Они авторы. Для меня это было такое, с одной стороны, как обидно, с другой стороны, показательно. И чтобы мне хотелось, что если такого рода голосование спустя год, 2, 3 будет проводиться в Магнуме, то количество рук было не 1 к 10, а намного лучшим коэффициентом. Чтобы мы это сделали не для галочки, потому что Яков решил, HR написал, плакат по офису и по магазинам расклеил, что это действительно некие рабочие инструменты, которые люди используют. И количество этих людей, оно дня ото дня растет. Да? И когда приходят новые люди в компании, они понимают, что здесь так принято работать по этим принципам, и что если человек этим принципам соответствует, то у этого человека карьерный путь становится лучше, больше шансов на повышение,
больше шансов на повышение зарплаты, должности, и качество коммуникации внутри оно улучшается. Ну, я думаю, что и удовольствие от процесса Да. ты будешь получать, потому что меньше как раз-таки траты на ненужные. Споры, негатив. Да. Да. Поэтому дай бог, чтобы у нас все получилось, чтобы спустя 2 года мы действительно жили по этим ценностям и принципам, и понимали не для галочки, а для реальной цели, для чего мы это делаем, и как мы это применяем в своей жизни. Ну, чтобы они нам помогали в этом. Да. И я уверена, что они именно так и будут работать. Спасибо большое. Благодарю, Рахмет. Друзья, очень хочется, чтобы этот выпуск помог каждому из нас понять, не что написано под каждым принципом, а как нам с вами действовать, следуя этим принципам. В эфире был выпуск подкаста «Жазбул». Напоминаем, что вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Money, а также слушать на платформах Apple Podcast и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. До новых встреч! Жазбул, Салбул.